Так, друзья, ассаламу алейкум, витаю вас. Шалом арийцы, как говорится. Как говорил один известный персонаж, я вас всех приветствую. Так, сегодня у нас 27 августа 2025 года, 18 часов 1 минута по Берлину. Так, сейчас поправлю немножко камеру. 18 часов 1 минута по Берлину, 19 часов 1 минута по городу Джохару. Друзья, вас сердечно приветствую. Стрим у нас, как обычно, идет на канале YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, всех приветствую. Еще раз. Сегодняшний наш стрим я назвал «ФСБ взрывает детский магазин. Неудачный теракт на Лубянке, который скрывают». Давайте об этом и многом другом поговорим, друзья. Илькин, шалом, дорогой, шалом. Так. Шалом алейхум. Алейхим. Так. Давайте поговорим, друзья. Сейчас, минуточку. Всем тем, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в фашистской России, пожалуйста, заботьтесь о вашей безопасности, не пишите комментарии, не распространяйте ссылку на наш стрим. Смотреть и ставить лайки, я думаю, безопасно. Так. Алейкум ассалам, Шарани Машвойло. План ФСБ провалился, говорит Элькин. Да, совершенно верно. И давайте об этом поговорим. Знаете, когда начинаются террористические атаки террористической банды ФСБ на, как ее назвать, на эту Россию, то это всегда бывает серия. Это не бывает один взрыв там и так далее. Да, сейчас у них, видимо, первый взрыв, и он оказался неудачным. И, скорее всего, может быть, получится так, что они могут на время залечь на дно, как говорит один известный бывший КГБшник. Их бывших не бывает, как известно. Заползти под корягу, так сказать, они могут. Так, давайте по порядку начнем. Дело в том, что на День независимости Украины, прямая, чтобы была аналогия, чтобы никто не сомневался, что за этим стоят украинские спецслужбы, 24 августа 2025 года произошел террористический акт, взрыв точнее. Взрыв, который начали называть хлопок, какая-то инцидент, российские средства массовой информации. А почему же это инцидент? Почему же это хлопок? Начали говорить о том, что... давайте по порядку сейчас, чтобы было. 24 августа 2025 года, в День независимости Украины, ориентировочно, примерно, где-то в 12 часов по местному времени, на 3-м этаже Центрального детского магазина ЦДМ на Лубянской площади в Москве произошел взрыв. 1 человек погиб, 3 пострадали. Среди пострадавших, по данным некоторых источников, был сотрудник ФСБ на руководящей должности. Предположительно, это Алексей Титов, которому, по сообщениям, оторвало конечности. Сперва была информация о том, что оторвало руки, затем сказали, что оторвало ноги. И я тогда, получая информацию, по горячим следам составил текст, который я вам тоже сегодня зачитаю. Тоже написал, что оторвало 2 ноги и 1 ногу ему оторвало. Но если это были руки, то это вообще как бы
вы понимаете, да, обычно руки не отрываются, отрываются ноги, если это у ног где-то находится. Либо он переносил, либо мы сейчас все это подробно узнаем. Подробно узнаем. Так, официальная версия – это якобы разгерметизация газового баллона на третьем этаже. Если вы помните, я неоднократно рассказывал о том, что в одном из уголовных дел, в которых я участвовал в качестве адвоката, как раз фигурировал газовый баллон. Газовый баллон – это излюбленное такой предмет излюбленный, из которого российские спецслужбы, ну и разные террористы, диверсанты делают бомбу. И сейчас как раз речь идет о газовом баллоне. Видимо, его разорвало, этот газовый баллон. Сразу же была озвучена версия российскими СМИ, что это как бы разгерметизация газового баллона. Но реальная картина совсем другая. Я полагаю, что это был террористический акт, подготовка к террористическому акту, закладка взрывного устройства, обратите внимание, в центральном детском магазине города Москвы. Для большего ажиотажа, для большего резонанса ФСБ переходит на то, чтобы убивать детей. Дело в том, что ФСБ не только похищает украинских детей, чеченских детей, она еще и убивает детей. Неоднократно в Чеченской Республике они убивали наших детей. Наших детей, в том числе и грудных, новорожденных детей, просто лежащих в кроватке, стреляли им в голову. Так, убийство семьи Чапановых было, например, где тоже был маленький ребенок убит. И таких случаев огромное количество. ФСБ убивает абсолютно без проблем. И Алексей Титов, который подорвался, как раз готовил террористический акт, на мой взгляд, против русских, российских детей. Русских, российских детей. И торговый центр был временно закрыт, посетители и персонал эвакуированы. На следующий день, 25 августа, ЦДМ возобновил работу. Движение на Лубянской площади было ограничено, а здание оцеплено ФСБ и оперативными службами. То есть свои быстренько подъехали заметать следы. Известно, что Россия очень часто проводила террористические акты, очень часто, в том числе от имени чеченцев. Известен случай от Сулеймана Гизмахмаева, который выехал в Европу и находится по программе защиты свидетелей в одной из европейских стран, что российские спецслужбы, лично тогда Игорь Хвостиков, главарь банды УФСБ во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, отдавал приказы. И ФСБ контролировала процесс, потом допрашивала людей, которых задерживали так называемые кадыровцы из второго полка имени Ахмада Кадырова. Руководителем был Аслан Ирисханов на тот момент. Сейчас он является замминистра внутренних дел Чеченской Республики. И они убивали чеченцев, и с их документами отправляли своих военных, своих сотрудников в Сирию под видом ИГИЛ. Я об этом неоднократно говорил, это известный случай под видом ИГИЛ. То есть Россия всегда любит изображать под чужим флагом, совершать террористические акты, диверсии, убийства и так далее. Это очень распространенная тактика ФСБ. ФСБ и вообще российских спецслужб. Любят, умеют и делают, да, не стесняясь. Так вот,
Были такие же случаи, например, когда похожие террористические акты, знаете, это делается так рядом с ФСБ, ну типа как бы на ФСБ не осмелились напасть, или ФСБ так сильно защищено, но вот рядом, да, чтобы с намеком таким на ФСБ. Вот это делается. Так, например, давайте я свой текст сперва прочитаю, который я написал по этому поводу. Такой вообще под чужим флагом, как я уже перечислил случаев, огромное количество, огромное, в том числе использовались чеченцы обманным путем, как это, например, происходило, когда нужно что-то отнести, там у тебя сидит брат, родственник какой-то в тюрьме, его пытают ФСБ, им присылают пальцы, там еще какие-то видео, фото пыток над человеком. И тогда просят какую-нибудь там родственницу, родственника, отнеси, пожалуйста, вот туда сумку. И вот она несет, в метро, например, она несет, и взрывается просто-напросто. Она просто не знает это. Также был, знаете, случай, о котором очень странный, конечно, был случай, когда якобы человек, который участвовал в Буче, да, российский офицер, Гагоев или Галоев, не помню точно его имени, к которому подошел мужчина и решил записать его на аудиозапись. И он думал, что у него в сумке находится аудио, там, магнитофон или еще что-то. И он должен был всего записать. В этот момент произошел взрыв, вы все видели, наверное, эти кадры, и оба погибают. И тогда украинские спецслужбы, я сейчас не могу утверждать, но, по-моему, взяли на себя эту ответственность. Это фактически террористический акт, который на себя взяли. Это подстава и самой Украины, и у самих вот этих спецслужб. Вот это взять на себя вот этот случай. После этого российские спецслужбы начали снимать ролики, ФСБ начал снимать ролики, свои художественные фильмы про то, что украинские спецслужбы используют бабушек 60, 70, там 80-летних бабушек, которые куда-то доносят сумку, где-то складут ее и, короче, и сами подрываться должны были, и там должны были взрывать. Ну, кто-то другой должен взрывать, бабушка должна отнести, а кто-то другой должен нажать на детонатор, на кнопку. И ФСБ сняла целый фильм про эту историю. Несколько бабушек они показывают в этом фильме. И тогда я сразу понял, что да, это тогда та операция с вот этим взорванным российским военным, который получил там какое-то звание, там какую-то должность за то, что он, видимо, в Буче людей убивал. Что это звенья одной цепи. Есть все основания так думать, учитывая методы и действия ФСБ. И тогда ФСБшники выступили якобы так, что они как бы под видом украинских спецслужб, или же нет, или они вычислили, что украинские спецслужбы, как-то они супер, они все знают. Они все знают, когда сами делают. Когда кто-то другой делает, они обычно не знают. Вот они под видом, или как-то они, утечка у них якобы появилась, информация у них появилась, и они вот этих бабушек ввели всех, рассекретили, задержали и так далее, и объяснили, что они вот попались. Может, бабушки реально были подставные, может быть, это были их старые кадры на пенсии КГБ, ФСБ. И это было неоднократно, я еще раз говорю, практически все террористические акты, если не все, совершены под контролем, надзором, управлением ФСБ. И ГРУ, конечно же, миньонов ФСБ. Такой, например, ретроперспективный прецедент произошел 18 ноября 1994 года. При попытке закладки СВУ, самодельного взрывного устройства, на мост через реку Яузу, произошел преждевременный взрыв. Исполнитель Андрей Щеленков, сотрудник нефтяной компании «Ланака», по данным из СМИ, капитан ФСБ или российской армии, погиб на месте. Его личность раскрылась благодаря именно этому провалу. Щеленков состоял в банде ФСБ Лазовского. Тогда появилась первая широкомасштабная, тогда готовилась
первая широкомасштабная агрессия России против Чеченской Республики Ичкерия, и по всей России гремели взрывы, приписанные дудаевцам. Самоликвидация Щеленкова показала, что кто стоял за этими атаками. Но началась война, и все было забыто. И так же было и во Вторую войну. Подобных примеров множество. Самый известный теракт ФСБ – серия взрывов жилых домов в 1999 году, в том числе в Рязани. Но кроме этих взрывов в Рязани, также были взрывы в метро, в переходах, автобусных остановках, просто везде и всюду. И так нагнеталась уже вторая русско-чеченская война. В некоторых случаях реально использовались чеченцы. Либо чеченцы, или как взрывы домов, некоторые кавказцы там были, например, карачаевцы там были замешаны и так далее. Этих людей фактически вели и вот обманным путем использовали. Россия тогда готовила вторую широкомасштабную агрессию против Ичкерии. При попытке подрыва 5-го дома в Рязани был задержан сотрудник ФСБ, как мы знаем. Очень похожий, там было задержано 3 сотрудника ФСБ, 1 женщина и 2 мужчин. Один из них очень похож на разжигателя войны против Украины Гиркина, всем вам известного, которого, кстати говоря, хорошие или полухорошие или недохорошие русские не дают забыть. Постоянно его даже в тюрьме вспоминают, его повесили, убили, там постоянно о нем говорят. Обратите внимание, по какой-то причине. Россия тогда готовила вторую широкомасштабную агрессию, как я сказал, против Ичкерии. При попытке подрыва 5-го дома в Рязани были задержаны сотрудники ФСБ. Но главарь учреждения Патрушев объявил, что это были учения. Якобы никакой взрывчатки не было, а в мешках оказался сахар. Вы все это знаете. ФСБ также любит инсценировать якобы атаки на саму себя. Не напрямую, а с намеком. Как это произошло вот с терактом, который готовил господин Алексей Титов против детишек. Себя они убивать не намерены, ни даром, ни дворяне. Так было 29 марта 2010 года. 2 взрыва в московском метро на станции Лубянка в 7:56 и на парке культуры в 8:38. На станции метро Лубянка, то есть в проезде под этим самым зданием, был произведен подрыв. Следствие назвало виновных дагестанских смертниц. Тогда погибло 39 на станции Лубянка, в переезде с Лубянки, 39, а на парке культуры тогда погиб 41 человек. Около 88 были ранены. Следствие назвало виновными дагестанских смертниц Мариам Шарипову и Джанет Абдулаеву. Я абсолютно убежден, конечно, абсолютно, 100%, 99, скажем, процентов, чтобы оставить 1% для следствия, что это, конечно же, были женщины, обманутые женщины, никакие это не смертницы. Ответственность якобы взял на себя Дохко Умаров, что также либо его могли использовать в темную, либо это могло быть просто подделка. Но факт остается фактом. Взрыв произошел прямо под зданием ФСБ, и при этом не пострадал ни один сотрудник людоедского учреждения. Вся эта цепочка, в этом случае один все-таки пострадал. И, по-моему, может быть, с ним еще кто-то рядом был. Там еще один, говорят, сильно обгорел, поврежден или даже погиб. Вся эта цепочка от Щеленкова до взрыва ЦДМ демонстрирует одну и ту же методику. ФСБ инсценирует теракты, перекладывает вину на других и создает безопасную атаку на себя. Вы обратите внимание, друзья, сегодня как мало людей смотрят наш стрим. Обычно несколько сот нас смотрят. Но дело в том, в самом названии нашего стрима есть уже угроза. И наш стрим, я думаю, и во время нашего общения будут еще атаковать. И поэтому всего нас смотрят в YouTube там 31 сейчас на данный момент человек. Это так бывает. Помните, в прошлый раз, когда я начал рассказывать про теракт в Бостоне, который совершила ФСБ, и соорганизатором, на мой взгляд, которого является Дмитрий Кечкин, на сегодняшний день главарь банды УФСБ в оккупированной Ичкерии,
атаковали наш стрим, и мы не смогли тогда закончить. И в ТикТоке я его закончил и перезалил это видео потом в YouTube. Вчерашний взрыв, ну это я 25-го писал уже, а это произошло 24-го, значит, трехдневной давности взрыв. ЦДМ стал очередным эпизодом этой провальной спецоперации. Примечательно, что со стороны Украины на ФСБ, главного организатора войны против Украины, реальных атак практически не ведется. Большинство ударов либо символические, как атаки дронов на пограничников. Из известных случаев можно назвать только два. 26 мая 2025 года в Белгороде атаковали базу ФСБ с вероятной ликвидацией офицеров ФСБ. А 24 сентября 2023 года в Курске дрон ударил по зданию крыши ФСБ. Ущерб был минимальным, уничтоженных нет. Других прямых атак по структурам или сотрудникам ФСБ, не считая пограничников и агентов, которые агенты это вообще мусор, они за людей не считают агентов. У них неодворяне это вот офицеры, а все остальные это никто. В открытых источниках не зафиксировано. В этой ситуации террористическому учреждению остается лишь имитировать теракты против себя. Далее. Давайте послушаем сотрудницу ЦДМ Инну, которая рассказывает, что было у того раненого ФСБшника, что у него было обнаружено. Девочка наша Лена Натюшенко, вот, она принесла вот документы вот этого мужчины, который пострадавший, раненый был там. Там деньги были, портмоне было, телефон кнопочный разобранный был. Так, и что там еще? Ну, там было удостоверение, не паспорт, удостоверение было. Тут же... Это женщина, ее лицо видно, все есть, в телеграм-канале она выложена, в ютубе она есть. Ее зовут Инна, это сотрудника ЦДМ, и она говорит очень интересную деталь. Я человек, который очень много провел в уголовных вот этих материалах по поводу вот этих вещей, могу сказать, что разобранный телефон это всегда такой детонатор, который подключается к взрывному устройству. Создается газовый баллон, маленький обычно это бывает, большой неудобно переносить, газовый такой баллончик, который, ну, по-разному они его начиняют, подсоединяется телефон и при помощи вот этого кнопочного телефона производится уже сама детонация этого взрывного устройства. Человек, который тогда обвинялся в этом деле, Хамжуев, рассказывал в суде прямо, что он знает, по-моему, 15 или 20 способов изготовления этих взрывных устройств. Зачем он это говорил, для меня осталось загадкой. Но фактически он себя вел в этом суде, как будто его заставили это говорить. Фактически он вынужден, ну, такие вещи говорил. Также было очень интересно, почему бороду не брили. Бороду. Я ему говорил, почему ты бороду не сбреешь. Он почему-то не хотел ее сбривать. Наверное, хотел запугать всех. Ну, или его просто самого запугали и сказали, сбреешь бороду, отрежем голову. Вот такая вот ситуация произошла. Я полагаю, что в Центральном детском магазине ФСБ планировали совершить теракт, обвинить с намеком, опять же, на День независимости Украины, с намеком на то, что якобы там это рядом с ФСБ, и они не смогли подобраться к этому супер охраняемому, супер такому мощному, который на самом деле очень сильно охраняется, но не смогли подобраться. Но подобраться, я думаю, смогли бы, если кто-то реально планировал бы, и не обязательно туда бомбу везти, правильно? Украинцы каждый день дроны запускают. Почему-то до ФСБ, до Лубянки они почему-то не долетают. С чем это связано, пока я затрудняюсь на это ответить. И, конечно же, исходя из того, что было в Крокус Сити Холл, я полагаю, что это должны были быть исламские террористы,
которых Россия усиленно делает и никак не может наделать. Вот она их делает, и никак у них не получается это сделать. Я полагаю, что, как и в Крокус Сити Холл, что вот они пытались бежать в сторону Украины, на День независимости подложили бомбу, и потом исламские террористы, которые сотрудничают с украинскими властями, таким образом связать украинские власти. И, кстати говоря, украинцев сейчас будут пытаться представить в виде таких ультранационалистов, таких фашистов, о чем Россия очень долго говорила. Россия очень долго говорила, что чеченцы бандиты, террористы, по мелочи, по чуть-чуть подкладывала она под свою вот эту версию. Да, где-то кого-то использовала, где-то обманом. И в конце концов весь мир все-таки начал говорить. В конце концов они начали нас убивать и наших людей, своих людей с нашими документами отправлять, с людей, убитыми их людей, документами убитыми их людей, отправлять в Сирию под видом ИГИЛ. И все говорили в Сирии чеченцы и так далее. А некоторые недалекие чеченцы распространяли это видео. Ну, впрочем, один из них был я. К большому сожалению, когда все это происходило. Но я больше удивлялся, как это, зачем это делается. Но опять же, я принимал участие в распространении, в пересылке в WhatsApp, там смотрели, там, и так, обсуждали это все. Вот так это работает. И я сейчас полагаю, сейчас украинцев могут попытаться представить нацистами, фашистами и так далее, связанными с исламскими террористами. Обратите внимание. И это может быть очень-очень печальное последствие, с большими последствиями для украинцев, если они сейчас же об этом не задумаются. Сейчас же нужно принимать меры, чтобы никаких там парадов, там нацистских, даже какие-то были раньше, да, но разные есть люди. И в Америке есть, в Германии таких не так много, но тоже можно найти. Даже если это есть, это нужно просто быть святее Папы Римского, как говорится, потому что сейчас такое время, друзья. Кстати говоря, очень важный момент, именно в отношении меня применяются такие же методы, понимаете? Некоторые мои бывшие родственники, какие-то там другие агенты ФСБ, они пытаются под разным видом меня представить, что я говорю одно вам здесь, а реально являюсь их каким-то тайным агентом и так далее. Происходят разные инсценировки, пытаются там через людей, которые раньше состояли с нами в правозащитной ассоциации, через них как-то связать как-то меня с ними. Происходит там, например, был очень интересный случай, который тоже нужно знать. Например, приехали на машине одного агента российских спецслужб, один мой бывший родственник, и остался ночевать у моих родителей. А затем эту машину, которых никогда на этой улице не эвакуировали, в эту ночь эту машину эвакуировали. И потом моего брата попросили, что немецкий язык, который знает, который гражданин Германии, пожалуйста, подъедь, нужно там, как родственнику откажешь, как маме откажешь. И мой брат поехал, оплатил часть штрафа, и как бы машину они забрали. Но осталась улица, на которой стояла эта машина, в протоколе, который на штрафе выписывается. И я полагаю, таких случаев очень много вокруг меня происходит. И это все потом преподносится каким-нибудь немецким следственным органам, каким-нибудь другим органам под видом того, что я как бы, не прямо говорят, вот смотрите он, а вот как-то где-то подкладывается это. Там бумажку подложили, там фотографию где-то какую-то оставили, там какую-то оборванную, вырванную из контекста какую-нибудь фразу или речь выложат. Не только мою. Это могут быть мои дети, это может быть моя жена, это может быть мой брат, это может быть там мои родители, мои другие родственники какие-нибудь. И вот так они меня потихонечку накапливают такую информацию про меня, что я все-таки как-то с ними связан. Хотя я полностью прекратил общение со всеми родственниками, абсолютно. И
пытаюсь как бы очень избирательно себя вести. Но вот такая вот ведется работа. Это я к тому, что как они умеют доводить ситуацию, что если какой бы вы ни были правильный, вас могут представить именно в том свете, в котором им нужно. А где-то я могу и проколоться, ошибиться, подскользнуться, и все, и это будет более весомое какое-нибудь доказательство. Ну, пока у них этого нет, и дай бог не будет. Дай бог не будет. Но они предпринимают очень активные шаги. Я это знаю. Знаете, что я это знаю. Вам это обращаюсь, вам, гибнявые. Вам знаю. Я вас поименно, пофамильно, пока я не называю, но я каждого пофамильно, поименно вас буду называть. Если вы не прекратите эту деятельность. Не мешайте, не надо, не надо. Вы душу дьяволу продали. Оставьте меня в покое. У меня и так уже ничего не осталось. Да? Оставьте меня в покое. Но если вы продолжите поименно, пофамильно, с теми, кто ваши родственники дома, кто работает на российские спецслужбы, о чем я знаю, я буду пофамильно, поименно называть. Понимаете? Вот такая вот интересная ситуация складывается. Так, далее, что у нас нужно в этом случае еще сказать. Интересно очень то, что, как я уже сказал, центральный детский магазин расположен рядом со штаб-квартирой ФСБ на Лубянке, что делает инцидент символическим, понимаете, значимым таким делает его. Упоминание о тяжелых травмах сотрудника ФСБ, предположительно Алексея Титова, усиливает спекуляцию о возможной постановке, так как это может быть использовано для создания прямой аналогии на российские спецслужбы, которые уже клейма ставить негде, которые просто дискредитированы полностью просто, понимаете? Я не понимаю, почему вообще кто-то с ними еще сотрудничает по борьбе с терроризмом. Там. Они их и распускают, этих террористов, понимаете? Сейчас у нас в Гамбурге, пару дней назад, произошел взрыв вот в Гамбурге. Там, машина, начиненная чем-то, загорелась, взорвалась. И от этого большой пожар произошел. Есть пострадавшие. К счастью, погибших вроде бы нет. Также происходит, например, случаи, когда обрываются электропровода на поезд, где стрелка поворачивает. Это прямая катастрофа, да? Это может привести к аварии. Потом, что они еще делают? Ну, вот вырывает кабель какой-то, который, там, я уже сказал. Еще был случай, 2 раза был. Потом нападение с ножами происходит. Понимаете? Это невероятно просто. Я не знаю, почему немцы до сих пор на это не реагируют, на эти вещи. Почему не ведется работа. Хотя, может быть, если не велась работа, их было бы еще больше. Но почему-то задержанных, арестованных мы пока мало видим, к большому сожалению. Так, и что интересно, после взрыва вот этого в ЦДМ, российские СМИ начали все везде затирать. Но в начале, как только произошло и стало понятно, что самовзорвался ФСБшник, российские СМИ начали называть взрыв теракт, хлопком, инцидентом, что, по мнению некоторых источников, может указывать на попытку замять или переформулировать события. А если, например, этого ФСБшника, как некоторые вбросы делают, что, причем ФСБ само молчит, оно сейчас везде собирает информацию, смотрит, какую бы версию выдвинуть-то более правдоподобную. А никакую не выдвинешь, ФСБ, не выдвинешь. Бортников, ты за все несешь ответственность, Патрушев несешь ответственность, Путин несет ответственность. Вы являетесь убийцами русских детей теперь. Только благодаря везению, просто чуду, которое произошло, дети не пострадали. Пострадал сам непосредственно убийца. Представьте, у этого Алексея Титова, скорее всего, у самого есть дети. Представьте себе. Вот какие они, служители плаща и кинжала. Вот такие вот они. И начали называть хлопком и инцидентом. Я что-то не помню, чтобы теракт, даже если это было покушение на Алексея Титова,
называли хлопком или инцидентом. Я что-то такого не припомню. Что это такое? Как это так? Почему вы это делаете? А? Рассказывайте. Так, также стоит отметить, что был теракт в 2019 году, 19 декабря 2019 года, где произошла стрельба у здания ФСБ, в результате которой были ранены 5 человек. На месте было обнаружено взрывное устройство, что вызвало подозрение о возможной постановке. Некоторые источники указывали на странности в реакции властей и ограниченную информацию о нападении. Но версия о чужом флаге осталась тогда не до конца подтвержденной. Я, кстати, тоже тогда обратил внимание, вроде бы нападение на ФСБ, помните, мужчина стрелял по зданию, ранил людей, не ФСБшника, видимо, просто прохожих пострелял, по окнам он там стрелял. И вот такая вот ситуация произошла. Вот были очень много таких вещей, которые указывают на то, что газовый баллон, телефон кнопочный. Зачем кнопочный телефон сотруднику ФСБ? Сейчас уже кто пользуется кнопочным телефоном? Только террористы, когда бомбу делают. Вот такая вот интересная ситуация, друзья, складывается. Еще вам немножко информации. Мэр Москвы, это все, чтобы осталось здесь. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил у себя в телеграм-канале: в центральном детском магазине произошло ЧП. Вот так вот. ЧП это было. Причем он сообщил 24 августа 14:08. Через 2 часа, когда ФСБшник самоподорвался. То есть в 12 произошел самоподрыв ФСБшника. А в 14:08 он написал: в центральном детском магазине произошло ЧП. К сожалению, по предварительным данным, в результате произошедшего есть погибшие и пострадавшие. Мои соболезнования близким погибшего, своему коллеге передает привет мэр Собянин. Московские медики оперативно оказывают помощь пострадавшим. Следственные органы устанавливают причину происшествия. И по предварительным данным, это результат технической неисправности оборудования. На месте работают городские оперативные службы. Причем еще сообщается информация, что, вероятно, Алексей Титов – это потомственный КГБшник, по папе тоже. Одни говорили полковник, другие говорили генерал. Видимо, для запутывания всегда ФСБ вот такую информацию, разные вбросы делает, чтобы запутать нас. Сотрудник ФСБ ВЧК ОГПУ сообщает, ну тоже понятно, наверное, это чей канал, судя по названию. Сотрудник ФСБ, раненый при взрыве в ЦДМ, помещен в состоянии искусственной комы. Супруга высокопоставленного сотрудника ФСБ Алексея Титова, Ольга, пострадавшего при взрыве ЦДМ, подтвердила ВЧК ОГПУ, что он имеет отношение к спецслужбам. По словам собеседницы, ее муж сегодня работал и из соседнего здания пришел в детский мир. Ну, она хочет сказать, что он пришел на обед. Но обед, по-моему, начинается немного попозже. Но это все уже такие вбросы, которые будут делать. Он находится в Склифе, где ей подтвердили, что ее муж в реанимации в тяжелом состоянии. Врачи провели Алексею Титову операцию, он помещен в искусственную кому. По уточненным данным, взрыв повредил ему конечности, ноги, а не руки, как сообщалось ранее. Я полагаю, все-таки руки были, потому что свидетели, которые там на месте находились, а как раз ведь сейчас конец августа и 1 сентября скоро, помните, бесланских детей я забыл, ведь именно ФСБ расстреляла в Бесланской школе, вот этой Бесланской школе детей. Если не верите мне, спросите
матери Беслана, вот эту организацию, которую возглавляет Кисаева, по-моему. Врачи провели Титова так. По уточненным данным, взрыв повредил ему конечности, ноги, а не руки, как сообщалось ранее. Видимо, если руки, то это вообще палево. Правильно? Если 2 руки оторвало, значит в момент... Помните, был один украинский диверсант, который повредили, оторвало обе руки, и он ослеп. И потом попал русским в плен. Потом его обменяли, он сейчас в Украине. Это как раз был тот случай, когда он закладывал взрывчатку, это был диверсант, это был не детский магазин, это была война, и он делал свою работу, и в этот момент у него в руках взорвалось взрывное устройство. Вот такая вот ситуация произошла. По нашим данным, Титов занимает там какую-то должность, но это может быть все уже... Сумки со служебным удостоверением внутри была обнаружена... Его сумка со служебным удостоверением внутри была обнаружена на месте взрыва. Он занимает и так далее. Вот такая вот вам информация, друзья, чтобы вы знали, Так, давайте я почитаю ваши комментарии. Если у вас есть мнение по этому поводу, пишите. Пишите, давайте обсудим. Так, не понимаю, они думают, что все поверят им, когда они сделают крайним Украину. Иркин, ну верят ведь? Там ведь даже главное не то, что верят. Вот смотрите, вот я, например, вот сейчас вам доставал информацию из ГРОК, да, вот это Илона Масовский искусственный интеллект, ГРОК. И вот они говорят, официальная версия. Ну вы что, смеетесь? Как это так? Ну как можно абсолютно самой лживой организации, самой аморальной и преступной, беспринципной организации говорить официальная версия, там это было, то было. Это что это такое? Как это вообще возможно? Ссылаются на них, там рассказывают. И вот это долго-долго, а потом это останется. Ну там не доказано, он там на обед ходил, там его хотели убить украинские спецслужбы. Потом там это были там разборки криминальные. И вот это все будет вот так наваливаться одно на другое. Уже это все идет. Эти версии, которые я вам сейчас перечислил, они уже обсуждаются. Идет в этом смысле конкретная работа, да, чтобы запутать. И так будет, если мы не будем противодействовать. А мы практически не противодействуем. Я пытаюсь противодействовать, есть еще некоторые люди, которые противодействуют. А остальные на зарплате, на деньги делают то, что им скажут. Им их это не волнует, не интересует. Но для Украины это очень опасный звоночек. Очень опасный. Украинские патриоты, украинские националисты могут быть, и я уже вижу симптомы этому, признаки этого, будут обвиняться в фашизме, радикализме, исламизме, связанные с исламистами и так далее. Хотя это абсолютно два таких полярных круга, понимаете? Потому что именно в исламе, в радикальном исламе, религия только превыше всего, никакой национальности, ничего не имеет значения, вообще абсолютно, что там очень, очень не приветствуется, если вы про свою национальность там говорите. Здесь только в первую очередь национальность, хотя, конечно, и религия, христианство у украинцев тоже на первом месте, но своя национальность, свое вот это на первом месте, национальная идентичность. Но появляются некоторые признаки, и это я вам показывал эту свастику, да, я вам еще раз нарисую, чтобы вы знали, а то потом вы говорите, что я вам не говорю, а я каждый день вам это говорю, каждый день вам это расписываю. Я просто вот так зачеркну, чтобы... Вот это я просто зачеркнул. Вот, смотрите, вот эту свастику видите? Это такая, в таком, в чеченском орнаменте, чеченским узором она делается. И появляется этот знак. Это нацистский знак. Помните нацистский знак при Гитлере? Вот этот нацистский знак сейчас усиленно распространяет Магомед Даудов, который сейчас претендует на главаря
во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. И некоторые в Украине начали. Некоторые вы на всех пабликах увидите. Одновременно. Очень интересно бывает наблюдать, когда происходит вброс, он происходит одновременно. Причем из неизвестных источников это начинает исходить. И причем все начинают у себя помещать этот значок. Это, во-первых, делается, чтобы из исламистов связать с нацистами. Кстати, в сторону Украины как раз это подходит. Об этом я и как раз и хочу сказать. И одновременно с этим подходят и нацисты. Если кому-то не так неприятен или нету исламофобии, то нацизм, он всем известен и практически никем не приемлем. Понимаете? И вот это все распространяется одновременно, массово. Человек, который занимается созданием информационного контента, я могу сказать, что чтобы вы создавали политический контент и чтобы вас начали поддерживать независимые люди, это им нужно время, ознакомиться, посмотреть, что это такое. И только тогда, шаг за шагом, аккуратно, кто-то начинает поддерживать твою линию. Потому что слишком много агентуры, и никто никому не верит. Понимаете? А когда резко это появляется, и резко начинают об этом все заявлять и говорить, тогда становится очевидно, что это все целенаправленная операция, которую запускают. Я это могу со всей ответственностью заявить. Некоторые используют абсолютно по незнанию, некоторые пользуются тем, что они являются, например, полезными товарищами, которых просто используют. Играют на их амбициях, на их чувствах и так далее. Вот такая вот ситуация происходит. Давайте дальше. Они что, хотели детей взорвать? Антигерой. Абсолютно так. Абсолютно. Причем это не в первый раз. Там все уже опробовано. Неоднократно. Например, в Беслане в школе они просто из огнеметов сожгли всех, кто там находился. Вместе с детьми, женщинами, мужчинами и так далее. Из танков расстреливали. Когда военный отказался, приказ был, одна из матерей Беслана, организация матери Беслана, она говорит, что они видели прямо как подошли к танкисту и сказали: стреляй. И там свидетели говорят. И он говорит: я не буду стрелять. Они вытащили этого танкиста, туда сел свой человек и прямой наводкой танком в дом, в школу, которая полностью окружена. Никуда эти люди не денутся, понимаете? Вот как это делается. Ого, у вас инфо sehr gut. У нас всегда инфо sehr gut. Александр Germany. Так, спасибо. Всем привет, я тоже думаю, это теракт. Абсолютно, Фриурал, абсолютно так. ФСБшники в Каспийский дом взорвали в 96-м году. Да, совершенно верно, антигерой. Абсолютно так. В 99-м году они взорвали дом Буйнакский, а в 96-м году они взорвали в Каспийский. Абсолютно так. Да, совершенно верно. Еще Путлер убил генерала Рохлина, и Ельцин сделал его директором ФСБ, потом министром. Да. Я не знаю непосредственно, кто убивал, Путин или Патрушев, или кто-то другой, но да, Рохлин был убит, как будто это сделала его жена, и расследование, на жену повесили, ее осудили там и так далее. Я абсолютно не верю, что это сделала его жена. Абсолютно. Салам всем свободным людям, салам, брат Аснас, салам, брат Эд, салам, дорогой, шалом алейхум. Так, в Крокусе есть видео, где один мужик говорит, что стреляет пока холостыми. Интересно, откуда он мог знать, что холостыми стреляют? Видать, это агент внутри концертного зала. Может быть, антигерой. Я просто не могу сейчас судить. Там много было вбросов. Обычно это так делается. Именно так это было и с братьями Царнаевыми, когда в Бостоне в 2013 году произошло, что они не виноваты. Просто это такая волна появляется, вот эта информация.
И тогда много таких дезавуирующих, уводящих фокус внимания в другую сторону, много разных информаций забрасывается. Поэтому я утверждать, что там люди в синей кофте были, там холостыми стреляли, я это не могу. Я это браться не могу. Я полагаю, что эти ребята задержанные, эти таджики четверо, они могли быть как пособниками где-то там на машине подвозили, что оружие, может, подвозили, может, еще что-то делали, отвозили кого-то. Может быть, непосредственно даже, может быть, приняли участие, но они были точно не основными. Не могли вот эти 4 человека провести такую операцию и вот так глупо попасться. Ну, там много было моментов. Поэтому исходите из главных целей, из главных признаков доказательств, они вбросы, не надо брать все вбросы, которые потом ФСБ вбрасывает, чтобы запутать следствие и нас всех, и общественность. Еще в Крокусе был кинолог с собакой, и мент стоял, а потом они резко куда-то делись, когда стрельба началась. Да, я помню, было такие кадры, может быть, в тот день это было снято, или может быть в другой, но я думаю, что после стрельбы, я думаю, менту там делать нечего со своим пистолетом, если он у него был, ну, пистолет, скорее всего, был. Они не очень такие-то и дерзкие, я вам скажу. Саламаш, душу на санделе, саламаш, буря, машуэль. Так, постараюсь беречь, постараюсь. Как я помню, по попавшим в историю, как и всегда, полная депортация, отбирали бизнесы евреев, украинцев, чеченцев, азербайджанцев, и тихий переход на татар. А когда русским кушать нечего будет, просить помощи у других стран будут. Да, да, совершенно верно. Сейчас, я думаю, азербайджанцы, конечно же, будут, ну, уже азербайджанцев и трясут, и все остальное, но не только азербайджанцев, это началось с таджиков, когда вот с Крокус Сити Холл, они, ну, конкретно сейчас прессуют, преследуют, там, ну, все делают, но на фронт, на войну забирают, ну, короче, вот такие вот вещи происходят, да. Большому сожалению, да. И Россия погружается вот в эту свое естественное состояние, свое открытый фашизм. Кстати говоря, на этом фоне очень интересно наблюдать документ, который выпустили сегодня, вчера русские. Постановление от 23 августа 2025 года, номер 1266, правительство Москвы, за подписью Михаила Мишустина, самого демократичного и самого добренького пухлячка, о представлении президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации предложения о денонсации Российской Федерации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания и протоколов к ней. Понимаете, что это значит? То есть они пытки и бесчеловеческие отношения и унижающего достоинства вещи, они отказываются от него, они все в этом не участвуют. В соответствии со статьей 36 Федерального закона о международных договорах Российской Федерации, правительство Российской Федерации постановляет одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения в Государственную Думу Федерального собрания Российской Федерации предложение о денонсации Российской Федерации Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинства обращения или наказания от 26 ноября 1987 года. Ребята, Советский Союз вернулся уже официально давно, правда. И протоколов к ней от 4 ноября 1993 года, подписанных от имени Российской Федерации в Страсбурге 28 февраля 1996 года. Ну, это законы, значит, 87 и 93 подписаны в 1996 году, 28 февраля
в Страсбурге. Председатель правительства Российской Федерации Мишустин. Если раньше людей мучили, не признавая этого, то теперь, похоже, гибрюки открыто заявляют о своих намерениях и будут пытать, дальше продолжать пытать. Ну что скажешь? Зато честно, хоть в чем-то честно признались, хоть в чем-то. Пытали не то слово, вся Чеченская республика, многие удивляются, почему чеченцы молчат, не говорят там и так далее. Вся Чеченская республика была превращена просто в сплошной концлагерь. Сплошной концлагерь. Кого-то непосредственно пытали, находились в подвалах, убивали, расчленяли и так далее. А кто-то ждал своей участи, находясь полностью под их властью, полностью вот под оккупацией. На всей территории республики было разбросано огромное количество концлагерей, а вся республика превращена в один сплошной концлагерь. Понимаете? Пыточные были отдельные и вот один сплошной концлагерь. Вот такая вот история интересная появилась. Вот такие вот дела, друзья. Вот что ждет Россию. Все хуже и хуже. Все хуже и хуже. Так, давайте ваши комментарии почитаем. Так, Позитрон, Джим, всех приветствую, алейксалам. Так, что у нас здесь? Алейксалам, кактус, машвору, кактус был борз. Так. Вы знаете, есть такой канал в этом, надзиратель называется. Они там, он пишет, ну там вырезает куски, там они занимаются, ну, на чеченскую тематику, ведут вот эту деятельность. Но знаете, вот эти надзиратели там и другие, третьи, огромное количество. Еще раз, чеченцы, это все одно из одного управления управляются. Понимаете? Это все те, кто занимаются тем, чтобы мы обращали на это внимание. Где-то в стримах что-то происходит, вот этот кусок вырезается, выкладывается, им за это платят деньги. Это агенты российских спецслужб. Вот этот надзиратель. Есть такой один парень, Моусер Цуцуев его зовут. И вы, наверное, видели, я с ним общался. Я ему очень помог в свое время, думая, что он реально нуждается в помощи. Но этот человек оказался не тот, за кого себя выдавал. И этот человек находится под полным влиянием российских спецслужб, так же, как и вся его семья. И на его жену, особенно через женщин, они вот разные воздействия оказывают. Разбили ему семью, разошлись, сейчас на него пишут там разные жалобы, у него детей отобрали. И вот эти надзиратели, вот эти там другие, там разные всякие вот эти каналы, которые находятся в России или во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, они его доводят вот до состояния просто сумасшествия. Понимаете? Он как бы, видимо, на чем-то, на крючке висит у российских спецслужб. Его дома родственники находятся, и вот он пытается спасти своих родственников и с ними заигрывает. Но пытается при этом обмануть. И вот у него есть одно голосовое или аудиосообщение. Он говорит, со мной какой-то там на 3 буквы, это ФСБ, значит, должен связаться, я там пока это, там. Короче говоря, он хочет сказать, что он их обманывает, что он хочет их перехитрить. И, ну, фактически, тот, кто и получил эту запись, он ее сливает. И там представляется, что он связан с ФСБ. Хотя в этом именно ролике
После этого ролика я этого человека немножко стал уважать даже, несмотря на то, что он там меня оскорблял и все остальное. Я теперь понял, что этот человек начал пытаться как-то выкрутиться из ситуации, не идет полностью у них на поводу. И это как бы в этом ролике ясно становится понять, что он это говорит. Понимаете? Но дело в том, у меня с ним, когда раньше было общение, он мне сказал, они тебя все равно, короче, заставят прийти к тому, чему они хотят. Я сказал, они могут меня обмануть, они могут меня убить, но заставить меня сделать то, что хотят, они не могут. Если обманут, я узнаю, что обманули, все, я уже отстранюсь от этого. И так много раз, конечно, они меня обманывали, но всегда я их раскусывал и отстранял от себя. Вот этот человек попробовал с ними играть в эти игры. Он и тогда, видимо, с ними играл, когда его ко мне подсылали. Но теперь у него детей забрали, его там заставили флаг ичкерийский сжечь, потом идти за Путина голосовать его заставили. И вот он, пытаясь как-то там играть в эти игры, пытается что-то делать. И теперь он представляется там абсолютным злом для местных спецслужб. Он, видимо, это объяснить не может, опять, тем более, если он как-то был с ними связан, это уже он себя скомпрометировал, спецслужбы верить ему особо не будут, ну, фактически жертва российских спецслужб этот человек. И вот эти разные надзиратели, разные там каналы, там огромное количество их, они доводят его оскорблениями. Особенно обратите внимание, чеченцы, если они говорят про ЛГБТ, про на мать, там, на отца, вот эти темы они говорят, то знайте, что это их тема. Потому что в основном всегда эти капрофаги, для того, чтобы их приняли быть агентом ФСБ, неодворян, это дворяне, это крутые для них люди, им нужно вот пройти инициацию капрофилии. И вот эти капрофаги, униженные сами, опущенные сами, пытаются всячески на жену, на детей, на мать, на все они могут вам говорить. Для того, чтобы вывести человека из равновесия, ввести его в такое состояние, где он уже жить ему не хочется. Поэтому нужно быть очень осторожными и очень внимательными со всеми этими капрофагами. Да? А если не знаете, что это такое, зайдите в интернет, в Google и забейте, кто они такие, вы узнаете, кто такие капрофаги. Так, чтобы стать агентом, им приходится проходить эту процедуру унизительную, оскорбительную. Их волю ломают таким образом. Вот эти все, кто говорит вот эти грязные вещи, они наслаждаются вам в ответ, потому что другого у них возможности нет. Но хотя бы я его опущу, я его оскорблю, там еще что-то сделаю. Но уже сами уже, да некуда просто. Опущены, да. Вот такая вот интересная история. Еще один капрофаг к нам зашел, да. Странная вещь происходит с людьми. Куда делся разум и честь, желание чувствовать себя в безопасности, прогуливать с семьей по парку? Куда делись люди, которые говорили, что обижать или убивать это? Знаешь, Бурь, большая часть вот этих людей, они реально опущенные. Их ловят на чем-то и опускают. И кто-то попадается там на наркотиках, на еще на чем-то. И у нас много людей, много нашей молодежи вот сейчас против Путина, против России возбуждено уголовное дело по похищению украинских детей. Наших детей точно так же они похищали. И большая часть этих людей, которых вы видите, либо они
из тех похищенных и выращенные вот эти капрофаги, либо это пропущенные вот через эту процедуру, либо это не чеченцы, которые есть. И они не понимают, что происходит. Причем они чувствуют просто неограниченную власть. Неограниченную власть, когда им дают команду, говорят, не бойся, смело матери, оскорбляй, делай, что хочешь. Они думают, ну а почему бы и нет? Все равно его ФСБшники завтра грохнут, мстить будет некому. Или там еще что-то. Мы же уже сколько грохнули, правильно? Сколько они нас убили? Сколько они убили наших лучших из лучших? Понимаете? И поэтому и мы молчим. Мы молчим. Это им дает уверенность в своей безнаказанности. Они думают, что их много. Потому что мы все молчим. 95% чеченцев молчат. Потому что, ну, ситуация такая, в заложниках, в тюрьме особо не повыпендриваешься, как известно, да, если ты к голове представлен, не только к твоей голове, к матери, к сестре, к дочери представлен пистолет к голове и так далее, то особо не повыпендриваешься. Вот поэтому они чувствуют свою безнаказанность, их подгоняют, давайте действуйте. И самое для них обидно, когда их разоблачают. Самое страшное для них – это разоблачение. И я считаю, что мы все должны их разоблачать. Наша большая ошибка, что мы их не разоблачали все это время. Особенно, ладно, после развала Советского Союза, хотя это я тоже считаю ошибкой. Но было такое принято решение, не разоблачали. Когда мы выходим воевать против них, убивать их, они нас убивают, это нормально. А если мы называем их имена, фамилии, вот это как-то, не, это там нельзя, там не доказано, там еще чего-то и как-то. Ну, конечно, доказательства обязательно должны быть, но я считаю, это война, самая настоящая война. И если мы не будем называть их по именам, они здесь над нами вот вытворяют то, что вытворяют. И говорят что угодно, и делают, что хотят, и абсолютно уверены в своей безнаказанности. Но настали другие времена, Дион. Салам, Фамиль, салам, алейк салам. Вот такая вот интересная загогулина получается. Ну и еще я хотел вам рассказать об очень интересном моменте. Так, нет, это не то. Это не то. Вот, смотрите. По поводу Ирана, который готовится к войне. И смотрите, что сказал. Помните, я говорил, что Россия сдала Иран. И это подтверждается. Иранский политик Саед Мухаммад Садар, член Совета по определению политической целесообразности Ирана, заявил в интервью местному каналу Синергюр, что во время 12-дневной войны между Ираном и Израилем в июне 2025 года Россия передала Израилю разведданные о расположении иранских систем противовоздушной обороны. То есть дала, где находятся противовоздушные системы Ирана. Садар назвал это предательством и отметил, что стратегический союз с Москвой оказался пустыми словами, указав также на отказ России поставить Ирану обещанные системы С-400 и самолеты Су-35. Эти обвинения прозвучали вчера, по-моему. Москва со своей стороны официально выражала озабоченность эскалацией конфликта и призывала к сдержанности, подчеркивая готовность к посредничеству между Ираном и Израилем. Однако иранский генерал КСИР Бехруз Эсбати ранее обвинял Россию в дезинформации и пассивности во время израильских атак, утверждая, что российские силы в Сирии не препятствовали ударам Израиля по иранским объектам.
То есть, когда Израиль запускал ракеты, российские силы, находящиеся в Сирии, которые фактически... Я не понимаю, зачем их там держат? Вот зачем? Значит, Россию оставляют, понимаете? Вот она, ей что-то принципиально, вот это оставляют. В Сирии русские убили там 1 миллион сирийцев. Убили, ранили. И за это их не изгоняют. Значит, их оставляют. Значит, режим ФСБ сохранен будет. Вот все признаки того, что военные российские будут как козлами отпущения вот этой всей системе. И режим ФСБ, он сохраняется. И вот из Сирии не выводят вот этих войска. И вот когда Израиль стрелял, Иран их не перехватывал. Русские их не перехватывали над Сирией. Эти заявления отражают напряженность между отношениями Москвы и Тегераном, несмотря на формальное стратегическое партнерство, закрепленное договором в январе 2025 года. Иранский политический класс, включая реформистов, кстати говоря, обратите внимание, что буквально перед началом войны, она началась в июне 25 года, в июне 25, а в январе 25 года Москва и Тегеран заключили стратегическое партнерство. То есть Ирану внушили, что у него за спиной стоит Россия. И он поэтому, видимо, оборзел и попер на Израиль. Иранский политический класс, включая реформистов, все чаще выражает скептицизм относительно надежности России как союзника, призывая к более прагматичной внешней политике. Вот такие вот. Вот такие вот дела, друзья. Вот такие вот дела. Это Раша может. Да, Буля, это точно. Раша может, да. Абсолютно аморальная система власти на России. Так. Алиев начал интересные вещи рассказывать. Что случилось Алиевым? Алиев рассказал в интервью, что российская армия вторглась и оккупировала Азербайджан в 1920 году. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью телеканалу Аль-Арабия рассказал, что в 1920 году российская армия вторглась в Азербайджан и оккупировала страну. Большевики, совершившие революцию 1917 года, обманули народ. Их лозунг были фабрики, заводы рабочим, земли крестьянам, свобода народам. Мы создали свое собственное государство, но большевики отняли его у нас, заявил Алиев. Он напомнил, что после распада Российской империи была образована Азербайджанская демократическая республика. Мы создали свое собственное государство, но большевики отняли его у нас, заявил Алиев. Исторические факты президент Азербайджана напомнил в контексте конфликта с Арменией, которому посвящена значительная часть интервью. Слово «вторжение» Алиев использовал и говоря о войне России и Украины. Мы с первых дней российского вторжения в Украину поддерживали территориальную целостность Украины и продолжаем ее поддерживать, сказал он. А также Алиев упомянул и недавнее охлаждение отношений Азербайджана и России. Мы не несем ответственности за ухудшение отношений.
Мы отвечаем конструктивно и законно, но никогда не потерпим никаких признаков или проявлений агрессии или неуважения к нам, сказал он. Убийство братьев Сафаровых, задержанных в Екатеринбурге по подозрению в преступлениях, совершенных в 2000 году, в 2000-х годах, ставшую одной из причин ухудшения отношений Азербайджана и России, Алиев назвал беспрецедентным актом против нашего народа. Говорят, братьев Сафроновых очень жестоко пытали и очень жестоко убили. Сафаровых, вот этих братьев двоих. И это была такая специальная провокация, мне кажется, сделана. Мне как-то кажется, что Россия, Германия и Америка ждет как-то вмешательства, более сильное вмешательство, так как я не слышал и не видел то, как ведут войну Израиль и Россия. Сильное вмешательство, так как я не слышал и не видел то, как ведут войну Израиль и Россия. Я думаю, что вот, знаете, вот то, что наблюдая, что происходит, ФСБ сливает, Иран слила, Карабах слила, там, и вот много чего она еще слила. И в итоге она дальше идет, захватывает Украину и так далее. Ну, сколько может, конечно, не так много у нее получается. И мне кажется, все, что происходит, неспроста. И та сторона в курсе, что ее хотят вмешать в начало Всемирной войны. Какая сторона ты имеешь в виду? Америка, Германия и кто? Ну, дело идет вот в мировой войне. Вот вместо того, чтобы их остановить, можно жестко там что-то сделать, вот идут какие-то вот эти вещи. И во Вторую мировую войну тоже было, что вот там Гитлера постоянно все ублажали, все договаривались, умиротворяли его и так далее. В итоге он почувствовал свою безнаказанность. Сейчас, например, Трамп начал говорить о том, что денуклеаризация должна произойти. Денуклеаризация, это то есть разоружение, ядерное разоружение должно произойти. Одной из целей, которые мы преследуем в отношении с Россией и Китаем, это денуклеаризация. Мы не можем допустить распространения ядерного оружия и должны остановить его развитие. Президент США Дональд Трамп. И вот таким вот образом, показывая, что это для них имеет значение, важно, вот потихонечку что-то уступается. Ну и за это развязываются определенной степени руки. И вот он начинает вести. Ну, это приблизительно было, Буря, наверное, ты помнишь, это было в отношении нас. Когда против нас начала Россия войну, чтобы добить вопрос, который она начала, добить наше сопротивление, уничтожить нас, чеченцев, России пришлось пожертвовать Югославией, той же денуклеаризацией, там, биологическим, бактериологическим оружием. Страны Польша, Чехия, Словакия, тогда только развалившая Чехословакия, другие страны ушли в Европейский Союз, и Россия этому не могла препятствовать и не препятствовала. Хотя сейчас поэтому здесь очень много агентуры находится, ГБшной всякой разной. Поэтому, ну, я скажу, что это очень плохо. Мне это кажется катастрофичным. Мне кажется, это к катастрофе мы идем. Давайте послушаем Джохара Дудаева, который так верил Западу, так верил в международное право и очень надеялся, что мир поможет. Но мир оказался куда циничнее, чем он о нем думал. Даже последний визит Ярова сопроводился шлейфом последствий, при котором так называемые уже наши депутаты подогрели страсти, оппозиционная группировка
подогретая вот этим визитом, выползла из нор и демонстрировала свои провокационные действия. И так далее. Их столько, что надо взять хронологию, мы ее ведем учет. Значит, только мы немножко ослабим, чуть-чуть, тут же начинается новое. Ну, хотя бы, казалось бы, и налажены мосты, и намечены переговоры, и вдруг на тебе воздушная блокада, ни с того ни с сего. Получай. И это Кирет накануне Дня независимости. Очередной подарок российского руководства прямо на круглом столе Кавказского дома. Ну, такие вот вещи. Друзья, обязательно посмотрите мое видео по поводу сбитый азербайджанский самолет над Грозным, операция ФСБ от 25 августа 2025 года. Кто не смотрел. Так, ну вы видите, одно название наше сегодняшнее, и наши зрители, никто не видит, что у нас идет стрим, понимаете? Везде просто его блокируют. Везде блокирует. Везде блокирует. Ассаламу алейкум. Давайте я вам дам послушать видео, которое распространяется в ТикТок. Гадик Бейла. Йорт твой мах кой. Сожалер вахар богу. Мустио турпалайла. Это житель Сержинюрт, Сержинойла. Цветочная переулок 1 Ашву, вагончо Ашву. Живу в вагоне. Опу инзвольш вот юртас Алихан. Алихан Чамаев, глава администрации. Вагончо хайнды. Хатсон скечдина. Султанат иносадеш. Сделал поддельные документы, и вот из-за него я оказался в вагончике. Я пастухом работаю, кормлю коров. Захватил его коров. За то, что коровы вышли на дорогу, он у них всех коров. Короче, незаконное абсолютно действие. Распространяет сейчас это видео в ТикТок. Да, было, помню, но эта война ведет сверхоблачно, фантазия друг друга придет. Думаю, план мировых лидеров сокращения населения. Крупные выполняют свои планы, если бы не так, то заблокировали бы. А блогерам мира нужно, чтобы отвлечь внимание на начисление мира. Блогерам нужно, чтобы отвлечь внимание на начисление мира. Так и это, но сокращение населения, я не думаю, что население сокращать есть необходимость на самом деле. За всю историю я выкладывал как-то информацию, я сам удивился, меньше 1%, 0,5% люди убивали во время войн.
да, можно убить миллиард человек, да, может сейчас дойти до этого состояния, но я не думаю, что это делается для этого. Идет передел мира, передел сфер влияния. И сильные страны, империи, которые были всю нашу историю, так они и есть по сей день. И они пытаются постоянно на что-то претендовать. Постоянно. И идет такая вот борьба между вот этими империями. И они сейчас дербанят Россию. Ее дербанят уже давно, но вот сейчас еще один этап ее дербана идет, дележа. И в ответ они дают что-то. Дают в ответ что-то. Не знаю, как-то так. Посмотрим. Отвлечь внимание блокнотами. Соцакит, Буля. Ты, наверное, опять Т9 тебе написал, наверное. Я полагаю, идет утилизация бедного слоя населения, говорит Шарани. Но, Шарани, у тебя такая же приблизительно, как у Були, версия получается. Но, не знаю я. Мне трудно просто в это поверить. Мне кажется, просто идет передел сфер влияния за лучшие месторождения, нефтедобывающие, нефтяные залежи, полезные ископаемые. Вот это, мне кажется, идет. Не знаю. Утилизация людей, в принципе, необходимости как таковой в этой утилизации нет. Как таковой. Люди, которые управляют государствами, они фактически не являются незаметными. И они даже в случае революции, смещения чего-то, они не пострадают. Пострадает какой-нибудь номинальный президент. Я вообще не думаю, что Путин самостоятельная фигура. Я думаю, что Путин управляется коллегией ФСБ. Сейчас коллегия ФСБ идет на уступки, соглашается со всем, что говорит им США. Главное, чтобы им дали убивать дальше людей в Украине. Чтобы украинцы сломались, выдохлись. И одновременно это всех устраивает. Украинцам дают оружие, и они могут защищаться. Западу это устраивает, Россия ослабевает и потихоньку скидывает. Как бы это ни звучало цинично, именно так произошло с Чеченской Республикой Ичкерия. Нас поддерживало Радио Свобода, Настоящее время, тогда не было Настоящего времени, Голос Америки, Deutsche Welle, BBC. А потом мы все стали для них террористами. Они все видели, они все фиксировали, каждый день нас показывали по телевизору, рассказывали про это. А потом раз и стали террористами, исламистами, какими-то радикалами. Палестинские вот эти марксисты, ленинисты, которые на Израиль нападали, были марксистами, потом резко стали исламистами. И опять это никого не удивило. Как это так? Как люди так преобразовываются? Из ярых коммунистов, атеистов, безбожников, сатанистов превращаются там, в радикалов, исламистов. Как это так? И одна и та же повестка. Уничтожение Израиля и так далее. И никого это не смущает. Никто на это не обращает внимания. Вот какая-то вот такая вот работа ведется по переделу. И в основном это делают спецслужбы всего мира. Всего мира. Все занимаются какими делами. На 4 года приходит президент, например. Что он может? У него что, есть какая-то команда? Да, он назначает директора там, спецслужб и так далее. Но он только директора назначает. А вся система-то наша работает. У нее на 10, на 20 лет проекты, еще что-то там, офицеры, генералы. Что он может сделать? Тот же Путин, что он может сделать? Вот он и сам из КГБшников.
проверенный, их человек. Ну и Ельцин был из КГБшников, он был председателем Свердловской области. Разве он стал бы председателем коммунистической партии Свердловской области, если бы он не был КГБшником, если бы он не был их агентом? Конечно, не стал бы. Мы знаем, там, журналистом ты не стал бы, никаким ты певцом не стал бы, я не знаю, кем ты, никем ты не стал бы. Шахматным чемпионом ты не стал бы, как Гарри Каспаров или там Карпов, если ты с ними не сотрудничаешь. Вот и мы видим, вот происходит. Вот сейчас там бойцов начали там показывать. Вот там бойцы, там эти бойцы, то. Для чего это сейчас делается? Для чего? Израиль ближайший союзник Соединенных Штатов. Соединенные Штаты, ближайшие союзники, полностью помогают. Блинкен прилетел, когда началась война, сказал, что я к вам прилетел как еврей, как госсекретарь и как еврей. И мы готовы вам помочь. Все, это единый один организм, 51-й штат США. Люди, которые поддерживают террористов, которые призывают там воевать против Израиля, эти люди спокойно прилетают в Америку, проводят бои, соревнуются. У меня в голове не укладывается, как такое возможно. Давайте я, независимый человек, просто что-нибудь подобное просто скажу или сделаю. Просто я в эфире, я никакой не боец, там, никакой неизвестный человек. И посмотрим, какие санкции будут в отношении меня. Понимаете? Эти вещи очень трудно объяснить. Очень трудно объяснить. Невероятно. Сейчас у нас на Кавказе будет война. Готовится к этой войне. Все идет к этому. Идет не просто эта война будет. Россия ослабевает. На территории России, как я замечаю, военные начали подавать голос. Ну, они, во-первых, трусливы, вот эти генералы. Рядовые, эти, может быть, они дерзкие, готовы там что-то делать. Но все эти генералы, они все куплены, скомпрометированы. ФСБ еще давно. Давно уже армии российской нет. Это прилагательное к ФСБ. Еще КГБ СССР, еще Абдурахманов Тарханов писал, что КГБ и их вооруженные силы. С 80-х годов уже нету никаких независимых вооруженных сил, особенно после там, Афганистана или начала войны, вот когда военные влипли в это и никак не могли разобраться с этим Афганистаном. Хотя они его практически полностью захватили, но дальше ничего не могли они покорить там, смирить огромный афганский народ, по-моему, 15 миллионов, да, который помогал Пакистан, США, другие. Им что проблема? Пошел туда, полечился, отдохнул, пришел, совершил нападение. Так можно вечно продолжать. И Советский Союз сдулся. Все, с тех пор нет никаких вооруженных сил России. Но сейчас они поднимают голос. Где-то там Ивашов что-то хочет сказать, там, как его, Шевченко Максим тоже что-то пытается, что-то там вякать, там что-то говорить. Но это очень аккуратно, очень аккуратно. И они все либо куплены, либо дискредитированы, либо еще по каким-то причинам. Они ничего не могут, говорят, хунта попробовать там войти. Но для этого Путин, Патрушев обложились там разными своими боевиками, и их будет фактически не свергнуть. Может, там Путин аккуратно передаст свою власть кому-то, может, останется. Во-первых, уходить он не собирается. Ничего его режиму пока не угрожает. Они потихоньку как балласт скидывают Сербию. Сербия что-то не получилось, говорят, не знаю. Может, это тоже отвлекающе. Азербайджан, Армения. Вот там начинают. Сейчас вроде бы ослабят ситуацию, скажут, вот там, давайте... Пусть живут дагестанцы, ингуши, чеченцы вместе, они же там мусульмане, вместе там туда-сюда. Вот эту нам сейчас идею вталкивают под видом вот этого, одновременно с этим.
Понимаете, чтобы исламисты и нацисты все вместе, чтобы просто самые плохие, чтобы сказали. И завозят этих палестинских функционеров, разных там их разных лидеров, их семьи вывозят, строят дома. За все это время, во временно оккупированном городе Грозном, ныне городе Джахаре, не построено одновременно столько жилья для чеченцев. Мечети строили, там фонариками украшали, 4 вот эти высотки построили в центре. Старые дома чуть подлатали, там подмели улицы. А ну вот такую масштабную стройку не строили. А вот раз начали строить, когда началось все. А если вы помните, у меня здесь на канале есть Сакуров, который рассказывает в 2021 году при общении с Путиным, говорит, с одной стороны там находится чеченский сектор, а с другой осетинское государство, типа ингуши так оказались. А это матерый пропагандист, как Невзоров, там фильмы снимает там, и так далее, и так далее. Они тогда готовились. В 2021 году нападение 7 октября на Израиль произошло в 2023 году. Значит, они готовились. Еще даже на Украину они не напали в 2022 году широкомасштабно, хотя они уже планировали напасть, было известно. А мечети у нас они начали строить. Уже лет 20 как начали строить. Массово они там мечети строят. Вот туда всех этих палестинских, иранских, вот этих мул туда загонят, и они проповеди будут читать, призывать к джихаду против Израиля, Америки и так далее. Дональд Трамп сказал, что он мир принес на Кавказ, что он помирил Азербайджан и Армению, и что он принес мир. Так какой это будет мир, если мы начнем там воевать, друг друга убивать? Одни будут говорить там американцы, Израиль, что правда. Другие будут говорить, что это вот там они, Россия на нас нападает там и так далее, и так далее. А Россия отойдет в сторону. И будут эти исламистские анклавы, которые будут. Вот что они готовятся. Не знаю я, для чего это делается. Для того, чтобы укрепиться в регионе. После 7 октября Израиль нанес сокрушительный удар по сектору Газа, по Хамас. И все начали разбегаться. Но в 2021 году Сакуров говорит чеченский сектор. По аналогии с сектором Газа. Понимаете? Что это такое? Куда нас ведут? Для чего это делается? Всех это устраивает. Всех это устраивает. Но мы должны знать, предупрежден, как говорится, вооружен. Хорошо, я закончу свой стрим сегодняшний. Сегодня, я думаю, нас атаковали, поэтому немного нас сегодня. Но, значит, самые стойкие есть. Распространяйте ссылку, кто не находится в России, либо в оккупированной Ичкерии. Пусть больше людей узнает правду. Шадик Ичкерии хиду, нохчик амдина ду, хармалу, уайцхана барт больш, уайгарч альцахули, уайцхаму вадир датшун. Цхана дас, я Америк ну дир датсуэн, я Израиль ну дир датсуэн, я Грузия ну дир датсуэн, я Германия ну дир дат, я Азербайджан ну дир дат. Цхана дас. Ваш динак бихир датчун. А вы полностью гасхш бохчун дирзан гасхш лушо копиха игадела ши вари да ухшли что. А теперь шиара ищет. Я ты довош. Адикер маш альбюс де галел.